Это программа «Итоги дня» на телеканале «Якутия-24». В студии Влад Давыдов. Смотрите в выпуске. Поставлен ряд задач. Айсен Николаев провел заседание Республиканского оперативного штаба. Какие меры будут усилены? В формировании комфортной городской среды Якутия участвует в федеральном проекте. Будет голосование. Какие объекты представит республика? Прокуратура взяла под контроль в Алданском районе. Надзорный орган следит за повышением цен на лекарства и продукты питания. Успех у хоккеистов. Сборная Якутии завоевала серебряные медали на турнире в Казани. Наше наследие. Башня Манчары. Под таким названием запущен телемарафон для сбора денег на реставрацию объекта. Айсен Николаев провел заседание Республиканского оперштаба. В связи с усложнением санитарно-эпидемиологической ситуации по республике глава Якутии поставил ряд первоочередных задач перед главами муниципальных образований, городских округов и оперштабами в районах и городах. Обязательное соблюдение всех ограничительных мер. Усиление санэпидконтроля со стороны административных комиссий совместно с правоохранительными органами. Активное проведение вакцинации с широким охватом пожилых и маломобильных граждан. Контроль за прибывающими из-за пределов республики, особенно из зарубежных стран. Также глава Якутии подчеркнул, что мероприятия по празднованию 27 апреля и 1 мая пройдут преимущественно в дистанционном режиме. Также поручено отработать вопрос по празднованию Пасхи. За последние 4 дня в республике, по данным, наблюдается устойчивый рост заболеваемости COVID-19. За минувшие сутки выявили 49 новых случаев. В Якутске заболели из этого числа 33 человека. В Алданском районе 3, в Аллайховском и Мегнокангаласском по 2 случая. Еще в 9 районах выявили по 1 заражению. В настоящее время активно лечатся 647 человек, из них 72 дети. Из числа заболевших наибольшее количество зарегистрировано в возрастном сегменте от 18 до 25 лет и среди граждан старше 60. 33 новых случая, выявленных в республике, в столице республики, они связаны в основном с семейными очагами, семейными групповыми заражениями и в большей своей степени связаны, конечно же, с нашими ослаблениями, в том числе человеческого характера, со снятием вопросов, связанных с уменьшением настороженности граждан перед новой коронавирусной инфекцией. И, конечно же, нас не может не беспокоить и территориальное увеличение количества районов, в которых выявляются новые случаи коронавирусной инфекции. Необходимо обратить внимание, что граждане также должны заботиться о собственном здоровье и, соответственно, понимать, что вирус не отступил. И вот сегодня, так же, как и по всей стране, и по всему миру, идет увеличение количества случаев и в нашей республике. К другим темам состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в республике. Обсудили проводимые меры по подготовке к безопасному пропуску весеннего половодья, сроки вскрытия и ожидаемые уровни воды на реках республики, проведение рейдовых мероприятий, обследование опасных участков, ход проведения предупредительных противопаводковых работ по ослаблению прочности льда на реках и другие важные оперативные вопросы. Мы получили последний бюллетень гидрометслужбы, где все равно есть тревожные моменты, которых нам надо обратить внимание. Это, по сути, по всем рекам. Это поление в районе Сангар, есть отклонение по толщине льда. В Амге, в районе села Амга. Ну и на Колыме это в районе Зырянки, поселка Зырянка. И, конечно, это всегда паводок по республике ровно не проходило, всегда были тревоги. И мы, конечно, безусловно, должны быть готовы для того, чтобы с минимальным последствием провести эту кампанию. Произошел пожар в частном доме в Мирном. На момент прибытия первого пожарного подразделения горело строение. В результате пожара огнем поврежден летний дом и пристрой по всей площади, это 42 квадрата. Обнаружено 2 погибших, 1 пострадавший. Причина, виновный ущерб устанавливаются. Но завтра в культурном центре СВФУ «Саргалякские огни» пройдет благотворительный концерт звезд якутской эстрады в поддержку жителей села Чапаево, где 7 апреля произошел крупный пожар, в результате которого без крова остались 19 семей.
Огненная стихия также унесла жизни 4 человек, 2 молодых женщин и 2 детей. Сегодня всем погорельцам и родственникам погибших нужна большая помощь и поддержка жителей всего региона и всех неравнодушных граждан. Благотворительный концерт начнется в 16 часов. Ну а подробности этого происшествия из первых уст узнали наши корреспонденты. Специальный репортаж из места событий мы покажем в воскресенье в итоговом выпуске новостей «Якутия. День за днем». Возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего сотрудника правоохранительных органов и 2 мужчин 27 и 29 лет. Они подозреваются в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. По данным предварительного расследования, 3 апреля в гаражном боксе в поселке Куранах подозреваемые потребовали у 26-летнего потерпевшего в течение 3 дней передать им деньги в сумме 50 тысяч рублей. При этом в случае отказа ему пригрозили причинением телесных повреждений. В настоящее время подозреваемые все задержаны, расследование продолжается. Через несколько дней 2 подозреваемых, узнав об отсутствии у молодого человека нужной денежной суммы, под угрозой применения насилия забрали у него паспорт транспортного средства и свидетельство о регистрации принадлежащего ему автомобиля марки Honda Civic для дальнейшей реализации и обращения денежных средств в свою собственность. В настоящее время подозреваемые задержаны. Проводятся допросы и иные необходимые следственные и оперативные мероприятия, направленные и сбор закрепления доказательственной базы. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Прокуратура Алданского района взяла на контроль ценники на лекарственные препараты и продукты питания. По данным специалистов, с начала года цены в среднем там поднялись на 5%, а по отдельным группам продовольствия аж на 20%. Репортаж Руслана Павлова из Алдана. Пандемия коронавируса внесла коррективы в ценообразование в розничной торговле практически по всем группам товаров. Обратили на этот факт внимание как в федеральном центре, так и на местах. Прокуратура Алданского района получила разнарядку взять на контроль данные обстоятельства и проверить ценообразование в розничной сети аптек и продовольственных магазинах. Прокуратурой Алданского района организованы выездные проверки на предмет соблюдения требований законодательства о ценообразовании, в частности на продукты питания, на предметы первой необходимости, в том числе на лекарственные препараты. По итогам проведенных проверок будет принят комплекс мер прокурорского реагирования с целью устранения выявленных нарушений и принятия соответственно дополнительных мер с целью недопущения подобных нарушений закона. Население же ощутило, что цены идут в гору на своих кошельках. Многих удивляет тот факт, что государство не регулирует размер торговых надбавок, а бизнес пользуется данным обстоятельством. Да, что-то цена поднялась, не знаю, с чем это связано. Ну или раньше вот брали, по-другому было, а сейчас вот смотрю, что-то заметно увеличено. На ваш взгляд, государство должно регулировать цену на основные товары, продукты питания? Но мне кажется, если не они, то кто? По данным специалистов, с начала года цены в среднем поднялись на 5%, а вот на традиционные овощи и фрукты рост составил 20%. Картофель 20%, капуста 20%. Перец больше всех 52% и яйцо куриное. Повышение произошло около 40%. Согласно полномочиям, местное самоуправление может только созерцать за изменяющимися ценниками, а вот регулировать их только в труднодоступных селах. К таковым в Алданском районе относятся 3 населенных пункта. Это Чигда, Угаян и Кутана. Именно в них постановлением правительства, постановлением главы района утверждаются розничные надбавки на определенный перечень социально значимых продуктов питания. Населению же, особенно с низким доходом, особо выбирать не приходится. Либо покупать мало, но дорого, либо оббежать весь город в поисках дешевых продуктов и лекарств. Руслан Павлов, Георгий Баранов, Алдан. С 26 апреля по 30 мая по всей стране пройдет рейтинговое голосование по выбору дизайн-проектов и общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Из Якутии в голосовании участвуют 13 райцентров и городов, в которых планируется благоустроить общественное пространство.
Победитель получит федеральное финансирование. Сюжет Ульяны Шагиной. Масштабный конкурс по голосованию и выбору общественного пространства при участии самих жителей регионов – это новый проект, представленный по линии Минстроя России. Список участников по всей стране огромен, так что от жителей будет зависеть исход конкурса. Каждый гражданин, он принимает свое решение, соответственно, он принимает решение в выборе того объекта, который будет финансироваться. От Якутии в голосовании примут участие 13 районных центров и городов. Список участников вы сейчас можете видеть на своих экранах. Отмечу, что каждый населенный пункт представит по 2 общественных пространства, из которого сами же жители должны выбрать один наиболее понравившийся. Жители Нерингли смогут проголосовать, к примеру, за сквер Западный. Выбор территории под благоустройство сделали сами горожане. Сквер Западный, он занял 3-е место, он дождался своей очереди. И на будущий год мы уверены, что мы эту работу выполним, благоустроим, и это общественную территорию, где люди могут приходить, отдыхать. Якутск представит 2 проекта. Один из них – это Парк Победы на автостраде 50 лет октября. Напомним, в прошлом году здесь в торжественной обстановке состоялось открытие стелы Победы. Между тем, архитекторы разработали концепцию самого парка. Он будет одним из самых современных в столице, но при этом будет напоминать о подвиге якутян, участвовавших в Великой Отечественной. Основная идея парка – это фронтовые письма. И хотим выстроить хронологию такую, с 41 по 45 год, когда солдат пишет письма домой. И он там расписывает, какой там быт, как там дела ведутся на фронтовых боях. Вовлечение жителей в обустройство города – это новый тренд, продиктованный временем. В этих парках и скверах будут гулять именно жители столицы. И не спросив у них, каким они видят общественное пространство, было бы странно проектировать его дизайн. Жители Сайсар, кстати, уже знают, какой они хотят видеть свою набережную. Озеленение каждый год садят, а фактически они или погибают, нету такой зелени. Больше скамеек, наверное, потому что люди очень много сидят, болтают. И мусорок очень много надо, мне кажется. Спорт-объекты, конечно. То есть по всему городу надо расставлять, особенно здесь. Было бы классно. Кстати, проект по благоустройству территории Сайсарского округа также в списке онлайн-голосования. В очередь здесь обустроят набережную вдоль Сайсарского озера. Кроме того, в разработку включены также дворовые территории, капитальный ремонт тротуаров, освещение объектов. А главным изменением, конечно же, станет переобустройство сквера Матери. В рейтинговом онлайн-голосовании могут принять участие все жители Якутии старше 14 лет. Голосование пройдет на портале госуслуг, а также на сайте 14.город-среда. Ульяна Шагина, Семен Семенов, Якутск. 23, 24, 25 апреля в Нерингли состоятся досрочные выборы главы района. В бюллетень внесены 4 кандидата. Поскольку это досрочные выборы, то некоторые моменты, к которым, возможно, привыкли избиратели на предыдущих федеральных или региональных выборах, будут недоступны. Нынешнее многодневное голосование исключает досрочное голосование в помещении участковой комиссии, голосование по месту нахождения на любом избирательном участке, независимо от прописки, и запрещено голосование с временной регистрацией, кроме иногородних студентов, очной формы обучения. Но остается формат голосования на дому по предварительному заявлению от избирателя, который по законным основаниям не может явиться на участок в день голосования. Вчера, 15 апреля, участковые избирательные комиссии все открылись, приступили к своим дежурствам по приему граждан. Дежурство проходит в рабочие дни с 16 часов до 20, в выходные и праздничные дни с 10 утра до 14 часов. Благодаря сотрудничеству региональных властей с инновационным центром Сколково, жители Якутии, которые лишились конечностей, уже который год получают возможность приобрести на бесплатной основе протезы рук через фонд социального страхования. В рамках данного сотрудничества сегодня зампред правительства Ольга Балабкина встретилась с резидентами инновационного центра Сколково, которые занимаются изготовлением и выпуском этих самых протезов. Сегодня благодаря этой работе несколько десятков якутян уже приобрели нанопротезы и успешно пользуются этим продуктом. Это не только облегчает их жизнь, но создает комфортные условия для полноценной жизни. Во-первых, активный протез кисти – это достаточно уникальный протез. Мы являемся единственным производителем в мире такого протеза именно в России, в технопарке Сколково. И он позволяет частично вернуть функционал руке.
То есть при помощи подвижности лучезапястного сустава или локтевого сустава протез приводит в действие функцию схвата, и, собственно, можно взять какие-то предметы на бытовом уровне, чашечку чая выпить, какой-то предмет с места на место взять. Допустим, для детей предусмотрены там насадки, которые расширяют функционал руки. Это насадка под скакалку, под сотовый телефон, под квадрокоптер. И он так выглядит, такой яркий красочный девайс. То есть мы не делаем протез ради протеза, а делаем такой гаджет, который приспосабливает человека к сегодняшнему миру. В Ленске состоялось торжественное открытие нового цеха по переработке молочной продукции. Какие возможности и перспективы у нового объекта? Репортаж из Ленска. Открытие нового цеха по переработке молочной продукции для всего Ленского района стало значимым событием. Его строительство началось в конце прошлого года. Буквально за несколько месяцев появился новый современный объект. Сегодня цех готов к работе. Большое помещение, новое оборудование. Опять же, рабочие места, больше рабочих мест для поселка. Ну, опять же, будем снабжать качественной продукцией город Ленск, Ленский район. На строительство молочного цеха с пивоварней было выделено 70 миллионов рублей, и все средства из районного бюджета. По словам заместителя министра сельского хозяйства Василия Афанасьева, Ленский район один из немногих оказывает такую серьезную поддержку в развитии сельского хозяйства. Здание очень хорошее, просторное, хозяйственный блок отдельно стоит, перегородкой отделен, и все необходимые помещения для производства продукции здесь имеются. Оборудование, которое здесь стоит, это технологии современные, да, позволяют перерабатывать до 6 тонн продукции в смену, молока, и производить более 10 видов продукции. В цехе будет производиться более 17 видов молочной продукции и 3 вида сыров. Перспективы у нового цеха огромные. Это заметили и главы других улусов. Отрадно видеть, вот как открываются новые объекты, новые технологии. Конечно, за этим стоит вот будущее села, будущее районов, улусов республики. Выпуск новой линейки продукции планируется начать с начала мая. Пока же предприятие заканчивает с переездом и подключением оборудования. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Денис Семенов, Ленск. Более 2 миллионов рублей требуется на реставрацию башни Манчары 19 века строения в Мегино-Кангаласском районе в селе Мая. Департаментом республики по охране объектов культурного наследия был запущен телемарафон под названием «Наше наследие. Башня Манчары» для сбора денег. Сюжет нашего корреспондента Саргаланы Неустроевой. Башня Манчары наряду с известной надвратной башней Якутска является одним из самых важных объектов культурного и архитектурного наследия якутского деревянного зодчества. Сейчас этот памятник буквально грозит рухнуть и навсегда кануть в лету. По республике, в общем-то, у нас объектов культурного наследия это более 2000, да, это вместе с археологическими памятниками. А так памятников деревянного зодчества, скажем, да, у нас в основном это деревянное зодчество, каменных не так много, ну где-то порядка, наверное, 800 у нас имеется. Ну а, скажем, вот именно вот такого башни оборонного значения, да, их сохранилось очень мало. Башня была построена еще в XIX веке. Для сохранности ее перевезли на территорию краеведческого музея села Мая. Однако даже это не защитило постройку от разрушения. Башня Манчары – памятник федерального значения. По республике таких объектов осталось всего 8. 18 апреля в Международный день памятников и исторических мест, который отмечает вся краеведческое общество народов мира, мы будем проводить телемарафон под названием «Наше наследие. Башня Манчары». И этот телемарафон подразумевает, что мы собранные средства направим на восстановление, реставрацию одного из самых знаменитых и видных объектов культурного наследия нашей республики. Засилием безликих панельных домов очень важно сохранение оригинальных архитектурных построек и с точки зрения экономики и туризма. Так, например, любой туристический маршрут Якутска начинается все с той же надвратной башни, что уже говорит об интересе приезжих к историческим объектам. Предлагаем, вот после реставрации, там он стоит на территории музея в селе Мая, да, чтобы здесь была своя экспозиция. Ну, скажем, времен Кыргыз-Уэта, скажем, да, вот какие-то атрибутики здесь вот могут быть вполне и даже очень интересны для туристов, которые будут приезжать сюда, смотреть.
Проект «Сохраним памятники» был инициирован еще в 2019 году главой республики Айсеном Николаевым. С тех пор удалось восстановить 30 памятников разной эпохи. Участие в телемарафоне уже принял и председатель правительства Андрей Тарасенко. Пожертвовать любую сумму может каждый. Сарглана Неустроева, Павел Пахомов, Якутск. Сборная Якутии по хоккею с шайбой завоевала серебряные медали на турнире в Казани. В решающем матче юные хоккеисты одержали победу со счетом 2-1 над клубом «Северсталь» из Екатеринбурга. Победный гол за 1,5 минуты до финальной сирены забил Артур Вебер. В соревнованиях принимали участие 8 команд из Свердловской, Вологодской областей, Татарстана, Башкирии и Республики Саха. В составе сборной Якутии вошли игроки из городов Якутск и Нерюнгри. Тренируется эта команда под руководством Дениса Чудинова и Александра Чернокнижного. Какие эмоции, ну просто браво! Одерживает победу Якутия, сразу же вылетают на лед, сбрасывают краги и клюшки и празднуют победу. Это была славная охота, дорогие друзья, это был отличный матч, который стал настоящим украшением турнира, и просто готов поаплодировать обеим командам. Это было здорово. Таковы итоги дня сегодня. Смотрите, оставайтесь на канале Якутия 24. Будьте в курсе с нами.